Бог говорит тебе сегодня: «Мое дорогое дитя, с тяжелым сердцем я передаю тебе это послание, но для тебя очень важно слушать предупреждение. Ангелы пытались связаться с вами, послать вам знаки и сообщения, но вы их игнорируете. Они пытаются защитить вас от опасности и направить на правильный путь, но вы закрываете на это глаза. Пришло время проснуться и обратить внимание, потому что послание, которое они посылают, является срочным и решительным. Введите «Я принимаю свои учетные данные» для подтверждения. Бог решил, что вам пора навсегда попрощаться с этим человеком в вашей жизни. Это может вас удивить, потому что вы, вероятно, думали, что этому человеку суждено быть в вашей жизни. Но, дитя мое, если ты присмотришься, ты увидишь знаки, которые пытались тебя предупредить. Этот человек может быть токсичным, истощать вашу энергию и причинять вам боль и страдания. Они могут повести вас по пути разрушения, отклонив от Божьего плана для вас. Но не отчаивайтесь, потому что эта разлука не наказание, а скрытое благословение. У Бога есть для вас больший план, который приведет вас к счастью, самореализации и настоящей любви. Доверьтесь Его божественной мудрости и будьте уверены, что Он знает, что лучше для вас. Архангелы неустанно работают над тем, чтобы это разделение произошло, потому что они знают, куда идти. Обожаю этот вид, если веришь в Бога. Не стесняйтесь открыть свое сердце и разум этому посланию. Время имеет огромное значение, и чем больше вы сопротивляетесь, тем труднее вам будет отпустить этого человека. Не позволяйте страху или привязанности удерживать вас от Божьих благословений. Примите изменения, ведь они важны для вашего духовного роста и благополучия. Помните, что архангелы всегда с вами, направляя и защищая вас. Они здесь, чтобы поддержать вас в это трудное время и помочь двигаться вперед по правильному пути. Доверьтесь их руководству и подчинитесь планам Бога, ибо они всегда полны любви и света. Архангелы настоятельно предупреждают тебя, дитя мое, так что прислушайся к их посланию, пока не стало слишком поздно. Доверьтесь Божьему выбору времени и знайте, что все происходит не просто так. Я надеюсь, что вы обретете мир и ясность в этом разлуке и продолжите ходить в свете Божьей любви. Введите «да», если вам нужно. По мере того, как вы меняетесь и растете, вы можете почувствовать, что существует конфликт между тем человеком, которым вы были, и тем, кем вы являетесь сейчас, и это совершенно нормально. Помните, что ваша связь с прошлым осуществляется через ваше «я», сформированное прошлым опытом. Когда вы склонны возвращаться к старым привычкам, это вы сами пытаетесь сохранить свою индивидуальность. Ваша личность основана на обусловленностях прошлого, и когда вы больше не соответствуете старому образу мышления, ваше эго. Не думайте о прошлом, вместо этого воспринимайте его как учителя, который поможет вам стать лучшей версией себя. Он продолжает расти. Наберите 333, если верите в Бога. Бог говорит, что когда сомнения, страх или тревога заполняют ваш разум, обратите свои мысли ко мне и моим словам. Думайте о своей уверенности,
а не о своей неуверенности. Когда вы почувствуете усталость, сядьте передо мной и позвольте моей бесконечной любви наполнить ваше сердце и разум. Я спасу тебя от бездны тревог и отчаяния и защищу тебя своим покоем. Когда вы проводите время с Иисусом, люди это увидят. Вы будете наполнены энергией Его помазания и оснащены Его благодатью. Вот почему так важно каждый день уделять время пребыванию в Его присутствии. Где бы вы ни находились на земле, Его присутствие находится на расстоянии одной молитвы. Библия говорит, что Он близок ко всем, кто призывает Его имя. Говорят, что Он сосредоточивается на хвале своего народа. Сделайте свои отношения с Ним своим главным приоритетом и наслаждайтесь Его присутствием каждый день. Подтвердить. Бог говорит вам сегодня, что вас ждет неожиданное благословение. Вы перейдете от просто достаточного к более чем достаточному. Я открою для тебя сверхъестественную дверь. Я поговорю о тебе с нужными людьми. Ефесянам 3 часа 20 минут увидишь великое изобилие превыше всякого добра и изобилие в жизни твоей. Я убежден, что ничто не может отлучить нас от любви Божией. Смерть и жизнь, ангелы и демоны, наши страхи сегодняшнего дня и наши страхи завтрашнего дня. Завтра даже силы ада не смогут отлучить нас от Божьей любви. Фактически нет силы ни на небесах вверху, ни на земле внизу. Во всем творении нет ничего, что могло бы отлучить нас от любви Божией, явленной во Христе Иисусе, Господе нашим. Если вы уверены, введите 444. Небесный Отец, я хочу служить Тебе. Положи мне на сердце, как Ты хочешь, чтобы я служил Тебе. Я пойду туда, куда Ты хочешь, чтобы я пошел, останусь там, где Ты хочешь, чтобы я остался, и скажу то, что Ты мне скажешь. Господь, дай мне подтверждение, а затем смелость. Вещи могут казаться невозможными или невозможными, но я знаю, что для Тебя все возможно. Направь меня в Твоем Святом Духе. Я пойду во имя Иисуса. Надежный. А разбитая душа, Бог восстановит тебя, как будто этого никогда не было. Боль скоро исчезнет и сменится любовью. Но не просто любовь, а любовь, о которой вы всегда молитесь и которой желаете. В настоящее время Бог собирает кусочки воедино, и Он восстановит вас. Вскоре ваша жизнь снова станет прекрасной. Радуйтесь Богу, и Он возрадуется о Нем. Каждое благословение от Бога предназначено не для того, что, как Он знает, лучше для вас. Он дал тебе до воли своей, не путям нашим, да Богу, восполняющему нас во всех нуждах, ни в чем не нуждающимся. Да ранами Твоими мы исцеляемся, нет всякой болезни и немощи. Вас более чем достаточно. Ваши обещания верны, неизменны, непоколебимы и непоколебимы. Вы сдержите каждое обещание. Теперь тому, кто способен сделать неизмеримо больше, чем мы просим или думаем, благодарим Тебя, Господь, за Твою верность. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, неизменяемый и неприступный. Слава Богу, разве это не хорошие новости? Восклицайте слава, аллилуйя!
Напишите в комментариях «Аминь», если верите. Эта одноминутная молитва из библейского периода раскрывает богатство и изобилие в вашей жизни. Сегодня утром вы можете провести день мира и радости, если подумаете об этом. Будьте честны с Ним, попросите Его направить ваши шаги и попросите Его, чтобы увеличить свою веру там, где вам ее недостает. Просите Бога быть вашей силой и просите Его быть вашим счастьем. Будьте искренними, будьте личными, позвольте Богу разрушить стены страха и сомнений. Он хочет услышать от вас: «Дорогой Бог, помоги мне полюбить ту жизнь, которая у меня есть сейчас. Покажи мне хорошие вещи, которые я часто упускаю из виду, и помоги мне чувствовать себя хорошо из-за того, что у меня есть. Простите меня, если я сравниваю себя с другими. Прости меня за тоску по вещам вне Тебя и за пределами Твоего королевства. Спасибо, что любишь меня там, где я есть, таким, какой я есть. Помоги мне продолжать смотреть на Тебя. Спасибо, Сэр, во имя Иисуса. Аминь». Введите 555, если вы верите в Бога. Небесный Отец, Твое имя превыше всякого имени. Мы обожаем Вас и хвалим Вас. Мы смотрим на этот мир и видим процветающее зло, ненависть, несправедливость и грех. Мы знаем, что Твое королевство близко. Мы молимся, чтобы Ваши планы и цели осуществились. Простите этот мир за его ненавистные зверства и насилие. Пусть будет мир и единство, если вы этого желаете. Спасибо за смерть, погребение и воскресение Твоего Сына Иисуса Мессии. Мы благодарны и гордимся тем, что знаем Его как нашего Спасителя. Помогите нам быть светом миру и с любовью делиться Евангелием посреди этого хаоса. Мы любим Тебя и благодарим Тебя, Господь. Мы молимся об этом с властью, данной нам нашим Спасителем Иисусом Мессией. Аминь. Найдите минутку и будьте честны с самим собой. Как дела? Как ты себя чувствуешь? Как вы относитесь к Богу? Записывайте любые мысли и чувства, которые возникают. Теперь найдите минутку, чтобы предстать перед Богом в искренней молитве. Скажите Ему, что вы думаете, скажите Ему, что вы чувствуете. Поверьте, что Он видит вас, где бы вы ни находились, и заботится о том, что для вас важно. Его действительно волнует то, что вы делаете. Найдите минутку, чтобы успокоиться и принять присутствие Бога. Обратите внимание на то, как Он показывает, что Он с вами. Нажмите «Я люблю тебя», Боже, чтобы подтвердить. Пусть мы никогда не будем считать наши моменты незначительными. Решения, которые мы принимаем каждую секунду каждого дня, невероятно важны. Не бывает мелких моментов и мелких грехов. Итак, давайте осознавать моменты, когда у нас есть выбор позволить гневу, ревности или другим негативным вещам войти в нас. Когда что-нибудь возникнет, признаем это, опровергнем и затем заменим духом любви Божией. Пока мы по-настоящему не сядем, не откроем свое сердце и не позволим Слову Божьему изменить себя, мы никогда не переживем жизнь, которая приходит из победы в нашем разуме. Мысли, которые беспокоят вас, мысли, которые лишают вас свободы, мира и радости,
никогда не оставит вас, пока вы не позволите своему разуму обновиться Словом Божьим. Введите, это тоже пройдет для подтверждения. Что Бог на небесах найдет, Творец всякой славы, Тебя благодарим и славим. Ты добр, верен и достоин чести и славы. Мы хотим воспитать наших детей так, чтобы они молились, защищали их и защищали от нападений врагов. Бороться с духом идолопоклонства в этом поколении. Уничтожает дух полового блуда. Избавьтесь от суицидальных мыслей, беспокойства и депрессии. Приятно как можно труднее в нашей юности. Помогите им осознать свою нужду в Спасителе и приведите их к месту покаяния. Научите их понимать, кто вы и что говорите. Вы нам нужны, сэр. Поднимите лидеров этого поколения, сильных людей, наполненных Твоим Святым Духом, и в городах для Твоего Царства. А маленькие мальчики и девочки, которые держат свое слово, не сдавайтесь и не отказывайтесь склоняться перед трудностями. Спасибо Тебе, Отец Бог, мы молимся обо всем этом во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Мессии. Надежный. Пусть лицо Божие сияет над вами. Он отрет всякую слезу с их глаз, и не будет больше смерти, печали, плача и боли. Все эти вещи потеряны навсегда. Однажды больше не будет трагедии, болезней и боли, но тем временем Бог доверяет нам вытереть эти слезы. Вы помогли кому-то нуждающемуся. Господь, помоги мне быть чутким к нуждам других и позволь Твоему сострадательному сердцу излиться от меня к ним. Я скажу им, что мне не все равно, и когда вы меня осудите, дайте им знать, что, когда они причинили мне боль, я подставил другую щеку и все равно любил их. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог обещал вам в этом году. Будьте уверены, Он это получит. Бог не хочет, чтобы вы полностью доверяли Ему. Бог хочет благословить вас обильно, даже больше, чем вы можете попросить, подумать, мечтать или представить, но Ему всегда будет нужна наша вера. Вы можете полностью довериться Богу и сделать то, что Он говорит, и даже больше. Бог дал нам не дух страха, а дух любви, силы и самодисциплины. Когда мы живем в страхе, мы колеблемся, когда появляются новые возможности, мы откладываем послушание Богу и живем, постоянно думая о том, а что если. Больше никаких неудач на пути к тому, чтобы стать теми, кем мы были созданы. Чтобы жить полной жизнью, мы должны избегать страха и принять решение следовать за Богом. Верите ли вы в то, о чем просите Бога? Иисус всегда нацелен на нашу веру. Истинная вера может освободить место для исцеления, свободы и ответов, которых мы ждали. Одной молитвы недостаточно. Молитесь и верьте, что Бог способен исполнить все наши просьбы. Следующее чудо, возможно, ждет, пока вы в него поверите. Тай, я требую этого, если ты принимаешь это заявление. Я знаю, что служу Богу, который больше всего, с чем я сталкиваюсь сейчас. Независимо от того, что произойдет и каков будет результат, я знаю, что Он все контролирует и у Него есть план для моей жизни, план, который принесет мне пользу,
а не вред, план, который даст мне светлое будущее. Я не знаю, означает ли это, что я выздоровею, верну свои отношения, добьюсь финансового удовлетворения, выйду замуж или заведу детей. Однако мне так комфортно знать, что Он заботится обо мне и всегда будет заботиться. У меня никогда не будет недостатка или недостатка, пока я продолжаю ходить с Ним. Доверьтесь Богу всем своим сердцем и не пытайтесь разобраться во всем самостоятельно. Сегодня убедитесь, что вы не теряете время, пытаясь во всем разобраться. Вам не обязательно понимать Божий план, чтобы знать, что Он осуществится. Все, что вам нужно, это иметь веру. Иисус не говорил, что все возможно понимающим. Он говорит, что все возможно верующим. Итак, успокойте свой разум, доверяя Богу, действуя верой и не пытаясь во всем этом разобраться. Помоги мне полюбить жизнь, которой я живу, Господь. Теперь покажите мне хорошие вещи, которые я часто упускаю из виду, и помогите мне чувствовать себя хорошо из-за того, что у меня есть. Прости меня, если я сравниваю себя с другими. Прости меня за тоску по вещам вне Тебя и за пределами Твоего Царства. Спасибо, что любишь меня там, где я есть, таким, какой я есть. Помоги мне присматривать за Тобой. Спасибо, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Дорогой читатель, я призываю тебя обратить внимание на сообщения, которые посылают тебе твои ангелы. Это божественное существо пытается предупредить вас о ком-то в вашей жизни, которого там не должно быть. Возможно, этот человек какое-то время был важной частью вашей жизни, но важно понимать, что Бог принял решение навсегда разлучить вас с этим человеком. Это может показаться суровой и трудной для принятия реальностью, но это важно для вашего благополучия и духовного роста. Мой дом в твоей душе, добро недалеко. На самом деле, это смотрит вам в лицо. День твоего спасения близок. Куча проблем, с которыми вы столкнетесь, уменьшится, ваш враг побежден. Пожалуйста, ответьте сейчас. Ты любишь меня и доверяешь мне? Как только я получу от вас известие, я сделаю для вас что-то волшебное, чтобы успокоить ваше настроение и положить конец вашим беспокойствам. Вот 3 вещи, которые вам следует сделать прямо сейчас. Уделите этим словам все свое внимание и позвольте им успокаивать вас на протяжении всего дня. Сначала уделите мне все свое внимание, не сдерживаясь и не боясь. Моя цель – сделать так, чтобы вы были счастливы и жили вечно. Я не собирался подвергать тебя испытаниям и наказаниям. Спасибо за страдания. Жизнь, полная любви, заботы, богатства и благословений – вот чего я жду от тебя. Преклоните колени перед моим троном и отдайте мне свое сердце. Я исполню твои желания, и мои слова защитят твою душу. Доверься мне всем своим существом. Найдите в себе смелость упорствовать в сомнениях и трудностях, полагаясь на мои письменные слова. Если ты решишь отдать мне часть своего сердца или когда почувствуешь себя комфортно, твоя вера ослабнет и твоя жизнь развалится. Когда приходит буря и затрагиваются ваши эмоции и мысли, вы можете испытывать эмоциональные перепады. Ради вас у меня нет никакого желания это делать.
Пожалуйста, я умоляю тебя, открой мне свое сердце и сохрани свое доверие и преданность. Мы отдаемся вашему вечному существованию, и я обещаю, что дни пролетят незаметно, пока мы делимся чудесами Вселенной, делая каждый момент важным. Вы не поверите, насколько все станет лучше и красивее. Вас ждет множество благ, и в вашей семье будет полная гармония. Преодолевайте все препятствия сразу. Ты благословишь меня, и все, кто захочет причинить тебе вред, уйдут. Вечная победа достигнута для тех, кто следует за мной. Чтобы выполнить мою роль, сегодня вы должны предложить мне всю свою преданность. Надеюсь, ты сделаешь это для меня. Второй шаг – выразить свою глубокую признательность, закрыв глаза или подняв руку, в зависимости от того, что вам удобнее. Подведите итог всему хорошему, что произошло с вами, большому и маленькому, в последнее время, в прошлом и будущем, чтобы придать вам силы и направить направление вашей жизни. Даже если вы чувствуете, что вам не хватает благословений, важно выразить благодарность от всего сердца. Выразите благодарность за подарок благодарности. Совершение этого акта благодарности исцелит вашу душу и уберет пелену, закрывающую ваши глаза. Откроется великая благодать, которая охватила вас, поддержала ваше существование и дала вам волю выстоять и сражаться. Когда с их помощью открываются горизонты, вы сможете встречать каждый день решительно и преодолевать любые препятствия, встающие на вашем пути. Молчите, но если вы найдете время внимательно все изучить, вы увидите знания и рост, которые вы получаете от каждой встречи, а также рост вашей веры. Пожалуйста, дайте мне вашу оценку. Прислушайтесь к своему исходному тону и словам, которые вы решили использовать. Независимо от того, насколько плохи дела сейчас, найдите минутку, чтобы быть благодарным за воздух, которым вы дышите, и за людей в вашей жизни. Я покажу тебе путь вперед после того, как ты поблагодаришь меня. Будьте благодарны сейчас и продолжайте чувствовать благодарность, даже если ваша душа чувствует, что вот-вот умрет. Скоро я покажу вам новую карту и правильный маршрут до пункта назначения. Пока вы счастливы, будьте благодарны, не забывайте оставаться благодарными, даже если вам грустно. Несмотря на трудности, неудачи и болезненные переживания, оставайтесь благодарными. Найдите минутку, чтобы оценить свое отражение в зеркале. Благодарность – это мощное отношение, которое нужно иметь сейчас. В результате вы увидите большие перемены и чудеса в своей жизни. Наконец, пожалуйста, перешлите это сообщение другим. Хотя внешне они могут выглядеть счастливыми, многие люди вокруг вас на самом деле чувствуют себя глубоко обиженными и находятся на грани отчаяния. Если вы чувствуете, что они изо всех сил пытаются найти смысл жизни, вы можете показать им, что внутри вас творится магия любви. Скажите им, сколько счастья я вам дарю и сколько добра они могут сделать, просто находясь здесь со мной. Мир, гармония, изобилие и благословение будут окружать вас без забот и обязательств, поскольку вы любите друг друга. Люди могут смеяться над вашими выходками, но они почувствуют душевную боль, когда услышат, как вы говорите.
То, что вы найдете, очень важно для них, им важно чувствовать, что их любят и ценят. Это послание любви и оптимизма необходимо распространить. Пожалуйста, знайте, что я услышал вашу тихую молитву перед тем, как вы потеряли сознание. Вчера вечером ваша подушка была мокрой от слез, когда вы молились о мужестве, спокойствии и уверенности перед лицом жизненных трудностей. Посмотрите на себя, встречающего предстоящий день с обновленной целью и силой. Поражение. Вы беспомощны и в отчаянии, но помните, что никакое препятствие не является слишком большим, чтобы его можно было преодолеть. Я перешел от страха к безопасности. Там, где раньше были сомнения, вы их разрешили. Возможно, еще вчера вы боялись страха, но сейчас вы сильны и готовы преодолеть любое испытание. Вы вселили в свою душу сильное желание добиться успеха. Верь в мою силу. Я привел вас сюда, чтобы вы могли противостоять и преодолевать любые препятствия, встающие на вашем пути. Препятствий может быть много, но знайте, что ничто не может встать на моем пути. Я привел тебя сюда и буду с тобой и в радости, и в горе. Ты больше, чем просто победитель, и любой враг, который возникнет, будет побежден моей любовью и силой внутри тебя. Настойчивость и настойчивость в преодолении невзгод, независимо от стоящих перед вами задач и поставленных целей, обеспечат вам успех во всем, что вы делаете. Благословения, возможности и облегчение бремени станут вашими благодаря моему вмешательству. Я завоюю сердце всех вокруг вас, включая близких, судей и представителей власти, чтобы они благосклонно относились к вам и делали то, что вы просите. Действия других не должны вас пугать. Вы и ваши близкие будете в безопасности, если вы будете надежными и честными. Ты должен помнить, что я всегда рядом с тобой. Мои слова имеют силу исцелять. Каждый день, до самого конца, ты будешь воскрешен и оживлен божественной силой, исходящей от меня. Я понимаю, что вы можете чувствовать, что не заслуживаете меня в своей жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что ваша вера и смирение действительно тронули меня. Помимо того, что я вхожу в вашу жизнь, я также стремлюсь проникнуть в ваше сердце. На вас будут написаны слова исцеления, и узы, связывающие вас, будут разорваны. Твои страдания, страх, тревога и проблемы улетят в небо и на высоту моего нежного прикосновения. Послушай, я хочу убедиться, что ты меня ясно слышишь, потому что я хочу видеть тебя счастливым, умиротворенным и со светлым будущим. Чтобы показать тебе, как сильно я забочусь о тебе, как сильно я тебя люблю и как я буду защищать тебя от вреда. Все, что мне нужно, это чтобы ты провел со мной некоторое время. Я хотел бы передать это наследие вам. Доверьтесь мне полностью и примите это. Моя любовь окружает вас, и исцеляющее прикосновение моего Святого Духа может изменить вас изнутри. Ваша сила готова. Все, что вам нужно сделать, это попробовать ее сейчас. Святой Дух, встань и иди, как тебе на власть сделать. Ни у кого нет шансов против вас, когда вы сталкиваетесь с невзгодами. У тебя есть моя непоколебимая привязанность и доверие, и ты сильный, а не слабый.
Мечтатели среди вас, знайте, что я люблю вас, и в конце концов все будет хорошо. В зависимости от... Момент, когда я поздравляю тебя, самый подходящий момент. Я устроил все таким образом, чтобы вы могли легко получить эти блага, когда придет время. Мира и терпения вам. Используйте это с пользой. Никогда не действуйте поспешно и не делайте важных решений, не обсудив их предварительно со мной. Сюда входит импульсивная реакция на эмоционально обусловленные обстоятельства. Мне следует избегать вовлечения или попадания в ловушку непонимания. Держитесь подальше от ложных союзников. Это письмо является моим официальным подтверждением того, что я буду к вашим услугам. Не торопитесь и не накапливайте долги. Я пережил так много всего. Пожалуйста, не позволяйте мне мешать вашим будущим возможностям. Скоро вы увидите свет моей благодати, и любовь сияет в твоей жизни. Я разорву цепи, и вместе мы найдем для тебя новый путь, который освободит тебя от оков и позволит тебе жить независимой от других жизнью. Какое-то время только мы с тобой знали эту скрытую тайну. Не отказывайтесь от своих идей и инициатив. Вам не следует притворяться, что у вас есть скрытые мотивы, потому что вокруг вас много завистливых и нечестных людей, которые будут смеяться над вами и пытаться обескуражить вас, если узнают. Вспоминание прошлых ошибок – пустая трата времени, потому что ваше сердце изменилось, и вы больше не можете доверять этому опыту. Я разорву цепи и оковы и достигну мира и процветания без бремени забот и долгов. Как я уже говорил, вы будете благословлены, двери откроются, и вы преодолеете трудности. Не поддавайтесь влиянию действий других, пока вы доверяете мне и действуете честно. Никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Знай, что я с тобой каждый день до конца. Сверхъестественная сила, исходящая из моих слов, это обещание Бога. Он обещал вам, что даст вам все, что вам нужно, чтобы жить жизнью, свободной от злых последствий ваших грехов. Даже если вы живете в мире, полном страданий, вы все равно являетесь его ребенком, и вы должны доверять ему и верить в него на каждом своем шаге. Победа будет за вами, хотя вы можете часами плакать, не понимая почему. Разве я не говорил тебе, что стало причиной твоих страданий? Это глубокое желание вернуться со мной. Твое сердце жаждет меня, твоя душа жаждет меня, и все твое существо знает, что без меня ты ничего не сможешь сделать. Вы чувствуете, что жизнь ускользает от вас, а вы до сих пор не нашли того счастья и покоя, которые искали. Человек, которого ты любишь, кажется, уходит с каждым днем. Но послушай, я поддерживаю тебя. Там есть родник, где есть вода. Я здесь, чтобы благословить вас и защитить вашу семью. Я чувствую в тебе небольшую грусть. Я видел твое поникшее лицо. Я знаю, что тебе нужны силы, чтобы продолжить свой путь со мной. Пусть благословения текут из этой воды, которая утоляет вашу жизнь и душу и устраняет всю печаль. Выпейте его, смойте мысли о печали, и вы больше никогда не будете испытывать жажду.
Я обещаю вам это, потому что ваша вера окупилась. Моих слов достаточно. Ваше здоровье сегодня. Оптимизм, уверенность в себе и решительность могут скрасить ваши дни. Я твой отец, и я живу не в далекой стране, где ты не можешь почувствовать мою любовь. Я здесь, рядом с тобой, где я всегда, даже если ты забудешь. Возьмите меня за руку, и я хочу, чтобы мы встали и пошли по пути ваших идей. Скажи мне, чего ты боишься, почему ты не хочешь больше жить, почему ты хочешь убежать от своей судьбы. Этот мир жесток, но когда вы были ребенком, ваши глаза воочию стали свидетелями его жестокости. Вы были полны интереса, полны надежд на будущее и дружелюбны ко всем, кого встречали. Но тогда ложь и предательство разрушают вашу надежду, заглушают ваш смех и уничтожают волю к жизни. Твоя любовь стала холодной и темной, и ты перестал мне доверять. Но теперь я понимаю тебя. Я знаю, что ты любишь звезды на небе, и я называю каждую по имени. Я знаю каждое бремя, которое ты нес, каждый шрам и каждую боль, которую ты чувствовал. У нас общий язык, и я точно знаю, как облегчить ваши страдания. Возьми меня за руку, и я отведу тебя туда, где тебя любят, где ты носишь королевские одежды и где люди знают и уважают тебя. Там ваша душа питается 24 часа в сутки, как голодная маленькая птичка, ищущая пищу в своей естественной среде. Там ты по-настоящему любим, Сын Божий, созданный по образу и подобию своему. Даже если вы посетите самое удивительное место во Вселенной, у вас есть свое место. У тебя есть особое место в моем сердце, от которого ничто не может тебя отнять. Каждое утро, даже если ты чувствуешь себя никчемным, ты имеешь право прийти и поговорить со мной, дитя мое. Не позволяйте лжи обмануть вас. Моя кровь купила тебе жизнь, чтобы ты мог стереть свое прошлое. Я скажу еще раз, ничто не сможет забрать тебя отсюда, ничто не сможет разлучить тебя с моим сердцем, моим ребенком, моей любовью. Ты всегда будешь для меня прежним, сын мой. Вы не побеждены. Вместо этого вы должны проявлять настойчивость и оставаться стойкими в своей вере в силу, обещанную вам. Даже несмотря на то, что твои враги постоянно нападают на тебя и пытаются помешать тебе осуществить свою мечту, ты должен помнить, что ты мой, и я защищу тебя могучей рукой и защищу сияющим мечом. Победа, которую вы ищете, всегда в моем слове. Взгляните на свое отражение в зеркале моих сильных обещаний и знайте, что я высоко ценю вас. Самое сложное – бороться со своими эмоциями, которые могут сбить вас с пути и поверить в то, что не соответствует действительности. А если вы не будете осторожны, то и сбить вас с толку. Не позволяйте эмоциям диктовать ваши действия. Не позволяйте проблемам, которые вы видите, победить себя. Вы также не можете себе позволить бояться плохих новостей или, казалось бы, негативных ситуаций. Я всегда контролирую вашу жизнь и могу любой негатив превратить в позитив. Ты один из избранных людей, и я очистил тебя своим духом и наполнил своей силой, чтобы ты смог преодолеть любое препятствие. Просто неси меня всем своим сердцем,
и верь, что моя любовь всегда будет рядом с тобой. Теперь, когда вы слышите мои слова, знайте, что даже ваши ошибки принесут вам пользу, что ваши страдания закончатся, что с вашей семьей все будет в порядке, и что вы продолжите видеть прогресс на пути к своей мечте. Хотя вы можете чувствовать усталость, вполне нормально чувствовать себя побежденным, когда проблемы непреодолимы. Но помни, я с тобой на каждом этапе пути, даже в самые мрачные моменты. Моя любовь к тебе никогда не покинет тебя. Скажи мне, что ты доверяешь мне и чувствуешь себя в безопасности в моих объятиях. Я единственное божественное и сверхъестественное лекарство от всех ваших проблем. Я ваш Бог, ваш Целитель, открывающий двери и направляю ваши пути. Я твой кормилец, твой защитник и, самое главное, твой Отец. Сегодня я здесь, чтобы поговорить с вами убедительно и по-настоящему. Я прихожу со смиренным и благодарным сердцем, готовым выслушать, принять и оценить эти слова. Позвольте им наполнить ваш разум и смыть весь негатив, который причинил вам страдания. Сегодня ты идешь уверенно, и хотя ты не можешь видеть меня своими обычными глазами, ты можешь чувствовать мое присутствие и доверять мне. Вы можете поверить в то чудесное, что я могу сделать для вас и ваших близких, если вы возьмете меня за руку и позволите мне вести вас с добротой и терпением. На пути любви, где ты подчиняешься моей воле, буря утихает, и море успокаивается от звука моего голоса. Вы защищены, когда проходите под моим пальто, и шум ночи больше не пугает вас. Не позволяйте хаосу этого мира сбить вас с пути. Держи меня за руку и сосредоточься на том, насколько важен каждый день, и на возможности продолжать борьбу. Проблемы, отчаяние и жалобы прошлого ушли. Отпусти их это бремя, которое мешает вам обновить ваше мышление. Первый шаг – ваши слова. Не причиняйте им вред себе и другим. Глупые слова могут разрушить невинные жизни, истощить энергию семей и ввергнуть многих людей в депрессию. Вместо этого позвольте мудрым словам исходить из ваших уст, словам, которые растут и укрепляют, а не словам, которые враг использует, чтобы убедить вас, несмотря ни на что. Примите тот факт, что какой бы плохой ни была ситуация, я могу изменить вашу жизнь, ваше будущее, вашу личность, ваши финансы, вашу семейную ситуацию, вашу семейную борьбу и многое другое, если вы спросите меня. Я могу начать сегодня. Я не обещаю, что будет легко, но обещаю, что ты получишь мою помощь, поддержку и силу. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты добился успеха. Поверь мне, я хочу дать тебе то волшебство, которое ты ищешь. Страдания, которые я испытал, неся крест, не были напрасными. Я знаю, что ты родишься в мире, полном насмешек и бедствий, и я удалю из твоего сердца все отчаяния и разочарования. Я отдаю свою жизнь и поднимаюсь за вас, чтобы у вас была возможность жить в изобилии, свободе и счастье. Так что поверьте мне, я воплощу ваши мечты в реальность. Вы давно забыли свои ошибки. Отдай мне свое сердце, дитя мое. Пусть твои глаза смотрят на меня. Ты будешь продолжать бороться и жить в мире, где ты странник, но мое благословение,
твоя судьба. Я хочу, чтобы твои ноги шли по пути моей любви. Где смятение, там радость. Там, где есть депрессия, будет сильное желание жить, любить и прощать. Помолитесь сегодня за свое сердце, и я подарю вам радость, залечу ваши болезненные раны и дам вам силы преодолеть препятствия, которые преследовали вас с детства. Я люблю тебя таким, какой ты есть, но я выбрал тебя победителем, чтобы другие могли увидеть результаты моей работы. Хотя ваше простодушие может помешать вам принять глубину моего духовного руководства, все, что я предлагаю вам, это не просто деньги. Это принесет большие перемены в вашу жизнь. Я здесь, чтобы показать вам, что я могу превратить вас в кого-то настолько удивительного, что люди будут поражены вашей стойкостью, силой и радостью. Приди, открой мне свое сердце, и я начну мощные перемены в тебе и твоей семье. Вскоре гармония, мир и благословение охватят вас, и я избавлю вас от бури с победой в своих руках. Я тебя люблю, и я хочу, чтобы вы почувствовали это сейчас, где бы вы ни находились. Это красивые и глубокие чувства, которые наполняют ваше сердце радостью и уносят печаль. Когда ты стоишь, у тебя появляется новая сила, чтобы не сдаваться, даже когда бушует буря и ветер трясет тебя. Я защищаю тебя, и моя рука хранит тебя. Я также знаю, что такое горевать и страдать от мучительной боли. Вы не одиноки. Когда люди, которых ты любишь, покидают тебя, это все равно, что быть безжалостно избитым жестокими людьми. Я знаю, что значит любить до конца, отдавать свое сердце, даже если ты унижен. Я чувствую твою боль и хочу, чтобы ты знал, сколько бы раз ты не плакал и не переживал, никто не осудит тебя, потому что я знаю, как тяжело быть уязвимым. Не тратьте время, пытаясь убедить тех, кто пытается вас обескуражить. Они не примут вашу точку зрения и снова будут над вами смеяться. Вам не нужны эти насмешники, чтобы опередить вас, вы на пути к победе. Я единственный, кто может помочь тебе, когда тебе угрожает опасность, и я удалил мысли о смерти и поражении из твоего разума. Когда приближается опасность, тьма исчезает, и вы можете идти уверенно. Сегодня я обновил вашу радость, увеличил вашу веру, написал обещание доверия в вашем сердце, дал вам новое видение и подтвердил ваше слово. Если вы боретесь с чувством одиночества или нуждаетесь в ком-то, кому можно довериться, помните, что я здесь для вас. Наберитесь терпения и верьте, что скоро к вам пришлют нужного человека. Я забочусь о тебе, ценю тебя, защищаю и люблю тебя. Через несколько дней вы выиграете. Я пунктуален и всегда рядом, когда я вам нужен. Я знаю, насколько тяжело твое бремя и как ты беспокоишься о вещах, которые могут разбить твое сердце, и я хочу, чтобы ты отдал мне все, что принесешь. Жить в страданиях и беспокоиться о будущем – это не та жизнь, о которой я мечтаю для тебя. Вы не можете отвести взгляд или позволить своему разуму блуждать. Я обещал совершить чудо, о котором ты просил меня, и открыть для тебя двери, о которых ты даже не мечтал. Я всегда рядом с тобой и никогда не лгу. День принадлежит мне, и я создаю ночь.
Я знаю, что иногда у вас возникают проблемы со сном. Вы чувствуете беспокойство и головокружение, когда приходит тревога. Они отвергают его. Поговорите с ним и скажите, что в вашем сердце нет страха, потому что вы решили довериться Богу и своему Господу. Вы почувствуете, как страх исчезает. Ваша душа наконец освободилась от такого большого количества страха. Живите полной жизнью и будьте счастливы. Обещаю, что даже в разгар твоих трудностей я буду напоминать тебе спокойным голосом, что моя рука лежит на твоем плече. И если я убедил тебя отказаться от своего слова, то выполни свое обещание и поверь мне. В трудные времена, с которыми вы столкнетесь на своем пути, не сдавайтесь, а продолжайте бороться. Я говорю с вами сегодня, чтобы дать вам веру, смелость и силу ждать меня, даже когда кажется, что ваши силы ослабли от столь долгого ожидания. Будьте спокойны, поговорите со своим сердцем и скажите ему, что бояться нечего. Я дам тебе силы, необходимые для борьбы с нападавшими, чтобы ты мог подчиняться моим приказам. Направление вашей жизни, идеалов и судьбы принадлежит вашему заботливому Отцу. Бури и ветры перемен намерены стереть память о моей постоянной поддержке, но я приказываю им немедленно прекратить это. Моя любовь к тебе не имеет предела. Я никогда тебя не подведу и не опоздаю. Я готов протянуть руку и спасти тебя, если ты ответишь от всего сердца. Ваш опыт очень труден. Я видел вашу борьбу, ваши усилия и ваше отчаяние. Никогда не забывайте тот факт, что вы были очень храбрыми в своей жизни. Помните, что с того дня, как вы положили свою жизнь, не было ни одной битвы, которую вы не выиграли бы. Так что просто расслабьтесь и продолжайте верить. Я знаю, что может быть трудно расслабиться и не потерять веру, особенно когда кажется, что все разваливается и конфликт угрожает захлестнуть вас. Но помни, дитя мое, даже в такие времена ты не должен слушать ложь своих врагов или в страхе поддаваться их угрозам. У меня большие планы на твою жизнь, и я никогда не оставлю тебя или любого ребенка беспомощным. Я забочусь о каждой детали и всегда здесь. Не позволяй печали управлять тобой. Вместо этого наполните свое сердце радостью и продолжайте ходить с верой, потому что я уверен в своих обещаниях. Победа неизбежна, и мои планы на вас больше, чем вы можете себе представить. Моя любовь к тебе так велика, моя дорогая. Я говорю с тобой от всего сердца, потому что ты мне дорог. Слушайте внимательно, ведь эти слова предназначены именно для вас. Я прошу вас уделить минутку вашего драгоценного внимания тому, чтобы выслушать меня. Прежде всего, послание, которое я хочу донести до вас, важнее, чем вы думаете. Пожалуйста, остаться со мной еще немного, открой свое сердце и позволь мне облегчить печаль, которая тебя тяготит, и изгнать печальные мысли, которые тебя мучают. Я здесь, чтобы подбодрить тебя, поднять тебе настроение, заставить тебя улыбаться каждое утро, когда ты ищешь меня. Моя любовь к тебе очень глубока и искренна. Я хочу, чтобы вы не только поверили в это, но и почувствовали внутри себя Его святую любовь, чтобы вы могли снова обрести счастье.
Я никогда не покидал тебя и никогда тебя не забуду. Это непоколебимая истина, и ты в безопасности в моих объятиях. Я здесь, чтобы услышать ваши молитвы и утешить вас, когда вам это нужно. Когда вы откроете глаза, чтобы поприветствовать новый день, сделайте глубокий вдох и почувствуйте, как мое присутствие обнимает вас. Мое сердце согревается, когда ты молишься за свою семью, потому что эта молитва так много значит. Не позволяйте своему вниманию сосредоточиться на тривиальных вещах. Когда приходят жизненные испытания, ты смотришь на меня, потому что знаешь, что я тебя не подведу. Возьмите мои слова, сохраните их в своей душе и держите близко к сердцу. Вспомните чудесные вещи, которые они сделали для вас в прошлом. Я спас тебя от врага, я спас тебя от когтей смерти, я протянул руку, и я спас тебя от опасности. Даже в самые трудные времена, когда вы чувствуете себя подавленным и противоречивым, когда кажется, что все потеряно, я возвращаюсь со своими сильными словами и творю чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты. Я еще могу сделать для тебя много чудес. Поверь мне, я всегда защищу тебя. Не позволяйте отчаянию управлять вашим разумом. Я вас очень люблю. Я молюсь, чтобы вы обрели вечный мир и счастье. Я вижу твои слезы и слышу твои молитвы за людей, которых ты любишь, но ты редко чего-то просишь для себя. Ваши отношения – это поклонение, и я хочу, чтобы ваша вера оставалась сильной. Я сдержу каждое обещание, которое дал тебе. Когда на вашем пути встают препятствия, не сдавайтесь. Я держу твою судьбу в своих руках. Вы достигнете своих целей и осуществите мечты своего сердца. Я восхищаюсь вашим почтительным духом. Даже если вы не попросите об этом специально, я дам вам более великие и чудесные благословения, чем вы можете себе представить. Благодарность и похвала должны быть первыми словами, которые приходят на ум, когда вы открываете глаза утром. Не позволяйте негативу блокировать свет, освещающий ваши дни. Я хочу, чтобы вы воспользовались возможностями, которые я привношу в вашу жизнь. Я дам тебе сверхъестественную способность видеть дальше и понимать хорошие планы и мысли, которые у меня есть для тебя. Я знаю, что последние несколько дней причинили тебе боль и смятение, но моя любовь и преданность важнее всего остального. Я хочу, чтобы вы знали, я здесь, чтобы сказать вам, что с вами не случится ничего плохого. Вы преодолеете все препятствия на своем пути и выйдете победителем. Сейчас настало время осознать свою ценность и увидеть себя любящим Детем Божьим. Никто не сможет победить вас или сломить вас. Признавайте свои победы и не зацикливайтесь на своих поражениях. Вместо этого имейте непоколебимую веру, и ваши молитвы будут услышаны. Вам не суждено было прожить жизнь, наполненную грустью, ошибками и неудачами, даже если вы чувствуете боль и слезы. Знай, что я люблю тебя и отвечу на твои молитвы. Идите с силой и решимостью, и ваше сердце наполнится надеждой, а не отчаянием и отчаянием. Я знаю, что семейные проблемы могут вызвать у вас стресс и причинить боль, но иногда вам нужна минутка исцеления,
отдыха и молитвы. Проведя минуту уединения и общения с моим Святым Духом, вы успокоите свою душу. Я здесь, чтобы забрать тебя, мое любимое дитя. Ты отражение моей любви, и я так много сделал для тебя. Я продолжу совершать сверхъестественные чудеса, чтобы ты понял, как много ты для меня значишь. Я говорил вам, что у вас больше нет времени расстраиваться или замыкаться в себе. Ты как наконечник копья. Если ты останешься во тьме, твое прекрасное и чистое сердце останется скрытым. Вместо этого вы должны выйти на свет и позволить радости сиять на вашем лице. Люди будут призывать мое имя, Иисус, с радостью в своих сердцах. Бог все контролирует, но ваше отношение является самым важным. Ваша вера и убеждения поднимут вас на большие высоты. Наслаждайтесь моими словами, когда вы чувствуете безнадежность. Ветер сломался и открыл путь в благословенную землю. Я буду расширять ваше духовное понимание, пока вы не поймете, что вы предки поколений. Не волнуйтесь, если сегодня о вас никто не заботится. Не расстраивайтесь из-за полученных вами ударов, даже если они причиняют боль. Не тратьте зря милость и благословение, которые я дал вам. Встаньте на колени, посмотрите на небо, и если вы чувствуете, что не можете идти дальше, посмотрите вверх. Я здесь, и я также живу в твоем сердце. Мой бассейн недалеко. Они прямо перед вами. Спасение близко, ваши проблемы будут уничтожены, а ваши враги будут побеждены. А теперь скажи мне, веришь ли ты в меня и любишь меня, и я сотворю для тебя великие чудеса. Вот 3 вещи, которые вам следует сделать сегодня, чтобы успокоить свою душу и избавиться от беспокойства. Слушайте внимательно, и пусть эти слова находят отклик в вашей душе на протяжении всего дня. Во-первых, отдай мне свое сердце без колебаний и страха. Моя цель – дать вам вечную жизнь и счастье, а не наказание или испытание. Я никогда не хотел, чтобы ты страдал, потому что хотел обильно благословить тебя и дать тебе жизнь, полную любви и заботы. Когда ты простираешься передо мной, готовый исполнить мою волю, я своими словами прислушаюсь к твоей душе и уверен, что преодолею все препятствия на твоем пути. Эти слова укрепят вашу веру и дадут вам силы продолжать. Но если ты отдашь мне только часть своего сердца или когда тебе будет комфортно, твоя вера ослабнет, и твоя жизнь станет вихрем эмоций и мыслей. Когда придет буря, я молюсь, чтобы ты не позволил этому случиться с тобой. Поэтому я прошу тебя отдать мне свое сердце и быть верным и верным навсегда. Так что каждый день будет не просто еще одним днем, а действительно дополнением, потому что ты проведешь со мной вечность до чудес Вселенной. Жизнь будет прекраснее и лучше, чем вы себе представляли. Вы получите бесчисленные блага, будете жить в гармонии со своей семьей и преодолеете все препятствия на своем пути. Те, кто противостоит мне, отклонятся от пути истины. Единственное, что вам остается сделать, это предложить свое сердце, свою веру и свою преданность. Я прошу вас сделать это сегодня. Кроме того, поднимите руку и, если можете,
закройте глаза и найдите время в тишине, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность. Запишите все, за что вы благодарны, независимо от того, происходят ли они сейчас, в будущем или были в прошлом. Не забудьте включить в список, казалось бы, незначительные вещи, которые придают вам силы и цели. Даже если вы чувствуете, что вам ни за что быть благодарным, найдите минутку, чтобы оценить свою способность быть благодарным. Этот акт благодарности исцелит вашу душу, рассеет тучи, затуманивающие ваше видение, и раскроет множество причин, по которым вам нужно продолжать двигаться вперед и бороться за все благословения, которые встречаются на вашем пути. Проблемы и борьба всегда будут частью жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что они также принесли вам мудрость и рост, и что ваша вера выросла. Слава Богу, Он скоро укажет вам путь вперед и правильный путь к месту назначения. Но в то же время будьте благодарны, где бы вы ни находились. Благодарность обладает огромной силой, поэтому практикуйте ее, даже когда вам грустно, радостно или убито горем. Посмотрите в зеркало и скажите себе, что вы достойны похвалы. Сегодня вы начнете видеть чудеса и большие перемены в своей жизни. Наконец, поделитесь этими глубокими словами. Некоторые люди вокруг вас могут выглядеть счастливыми снаружи, но внутри они страдают и не знают, зачем им продолжать жить. Приходите поделиться любовью, которая происходит в вашем сердце, и радостью, которую она приносит. Когда вы распространяете любящую доброту, я соберу вас в мире гармонии, процветании и благословениях, и вам не придется беспокоиться о долгах или заботах. Над вашими действиями могут смеяться, но сердце тех, кто вас видит, сейчас пробуждаются к новому дню, полному решимости и силы. Вы больше не слабы и не безнадежны. У вас есть смелость противостоять любому гиганту, который встретится вам на пути. Тот, кто вас послушает, будет грустить, потому что ему нужна любовь, уважение и уверенность, что вы нашли его любимым. Я услышал твою молитву, когда ты прошептал ее прошлой ночью перед тем, как заснуть, и слезы пропитали твою подушку, когда ты просила о мужестве, силе и мире. Я прошел путь от страха к вере, от неуверенности к решимости. Прошли те времена, когда вы могли рухнуть под тяжестью невзгод, но теперь вы сильны и полны решимости преодолеть любые препятствия, встающие на вашем пути. Поверьте мне, потому что я привел вас сюда и буду вести вас. Но какими бы трудными ни были препятствия, я всегда буду с тобой на каждом этапе пути. Я тот, кто привел тебя сюда, и я буду тем, кто будет сопровождать тебя в радостях и горестях. Вы сильнее любого врага, который нападает на вас, и вам дана воля преодолеть любое испытание, которое встанет на вашем пути. Я дам вам возможности и помогу преодолеть трудности, которые вас тяготят. Вы произведете впечатление на своих друзей, семью, судей и представителей власти, и они будут вас очень уважать. Силы моих слов исцелять и сверхъестественной силы, исходящей от них, достаточно, чтобы дать вам жизнь и поднять вас. Вы можете чувствовать, что не заслуживаете того, чтобы войти в вашу жизнь, но я уверяю вас, что ваша вера и смиренное отношение привлекли мое внимание. Я хочу войти не только в твою жизнь,
но и в жизнь каждого, если ты доверяешь мне и действуешь честно. Никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Помни, что я с тобой каждый день до конца. Где бы вы ни держали меня за руку, я нежным прикосновением напишу исцеляющие слова. Я освобожу тебя от сковывающих тебя цепей, и все твои страхи, тревоги и проблемы исчезнут. Я говорю с вами ясно, потому что хочу видеть вас счастливыми, мирными и с надеждой на светлое будущее. Когда ты проводишь время со мной, позволь мне обнять тебя, и я заверю тебя в своей подлинности, своей глубокой любви и своей защите от вреда. Это наследие, которое я хочу оставить вам, поэтому доверьтесь мне и полностью примите его. Моя любовь готова одеть тебя, мой Святой Дух исцелит и изменит тебя. Встаньте сейчас и идите вперед, поддерживаемый моим Святым Духом. Ничто не может тебя подвести, потому что ты не слабый, а сильный. У тебя есть моя непоколебимая любовь и вера. Всегда помните об этом. Для тех, кто верит в меня, нет ничего невозможного. Я тебя люблю, поверьте, что все пройдет хорошо, я готов поприветствовать вас, и время для этого идеальное. Я устроил все так, чтобы, когда придет время, вы легко получили эти благословения. Я дарую тебе терпение и мир. Использовать его мудро. Не реагируйте эмоционально, ни в чем не торопитесь и не принимайте важных решений, не посоветовавшись со мной. Я не хочу, чтобы у вас возникали недоразумения или вы дружили с ненадежными людьми. Вы можете задаться вопросом, почему Богу захотелось отделить вас от человека, который так долго был частью вашей жизни. Ответ прост, мой друг, этот человек не соответствует цели вашей души и препятствует вашему личностному росту и пути к духовному просветлению. Архангелы пытаются защитить вас от этих негативных влияний и направить на путь истинного счастья и удовлетворения. Нерешительность отпустить человека – это нормально, особенно если вы испытываете к нему глубокую эмоциональную привязанность. Но важно, чтобы вы поверили в божественный план и поверили, что это расставание в ваших интересах. Ангелы посылают вам знаки и сообщения, такие как повторяющиеся числа, сны и интуитивные чувства, чтобы помочь вам понять серьезность ситуации. Важно обращать внимание на эти признаки и не игнорировать их. Причем это разделение идет не только на пользу вам, но и на благо других. У них также есть свои собственные пути и знания, и, сдерживая их, вы можете удержать их от достижения своих целей. Помните, что все происходит по какой-то причине, и этот разрыв является частью божественного плана, который поможет вам расти и развиваться в своем истинном «Я». Не жди, пока станет слишком поздно, дорогой читатель. Архангелы призывают вас принять меры и отпустить этого человека, прежде чем он нанесет еще больший ущерб вашей жизни. Вы можете чувствовать сопротивление и страх, но знайте, что ваши ангелы сопровождают вас на каждом этапе пути, направляя и поддерживая вас. Доверьтесь его руководству и будьте уверены, что после того, как вы отпустите этого человека, вас ждет более светлое и полноценное будущее.
В заключение я призываю вас прислушаться к предупреждению вашего ангела и предпринять необходимые шаги, чтобы отделить себя от этого человека. Доверьтесь божественному плану и будьте уверены, что это разделение пойдет вам на благо. Ангелы с вами направляют и защищают вас, и будут продолжать делать это, пока вы слушаете их послания. Отпустите любой страх или сомнение и примите новые возможности и благословения, которые ждут вас после этого разрыва. Помните, у Бога есть для вас большой план, и этот разрыв – лишь малая его часть. Верь, поверь и отпусти, любовь моя. Спасибо, что присоединились ко мне на моем пути к духовному просветлению и божественному водительству. Сейчас, когда мы расходимся, я призываю вас задуматься о глубоких посланиях, которые вы получили, и о мощном присутствии любви и доброты в вашей жизни. Если вы цените эти слова и думаете, что они могут воодушевить других, я приглашаю вас подписаться на наш канал и поделиться этим видео с людьми, которых вы любите. Вместе мы сможем распространить позитив и свет по всему миру. Помните, вы не одиноки в этом путешествии. Ваши ангелы, наставники и божественное присутствие всегда с вами, готовые предложить свою любовь и поддержку. Примите перемены, доверьтесь путешествию и продолжайте идти с верой в сердце. Пока мы не встретимся снова, пусть вы наслаждаетесь миром, радостью и непоколебимой связью с Божественным. Прощай, мой друг, и пусть твоя душа и дальше сияет светом любви.